свидетели живых приусов в Сакраменто за $500 в месяц? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это не ирония и не стёб, реально. Если вы знаете такие приусы в Сакраменто, напишите в комментариях контакты тех людей, кто сдает хорошие живые приусы, которые не доставят проблем новоприбывшим иммигрантам. В самом начале адаптации у вас есть два пути. Тратить время на поиск машин, грубо говоря, или делать что-то более важное и насущное. В моем случае можно было арендовать, конечно, что-нибудь подешевле, типа старенького Приуса, но когда я приехал, контакты, которые были у меня, опять же, не брали трубку, а это была пятница. А на выходные мне уже нужна была машина, чтобы съездить в Фудбанк, решать другие вопросы, открывать местную сим-карту, открывать местные банковские карточки. Все это я хотел сделать до выходных, за пятницу. И я искренне считал, что это можно сделать. И забегая вперед, скажу, что я смог это сделать, потому что не тратил время на поиски машины. Но, опять же, если быть откровенными с вами, то я прокосячил и недостаточное количество контактов собрал, пока ехал в Сакраменто. То есть еще из России надо было обзавестись хотя бы 5 контактами, куда буду звонить. У меня было только 2 номера, оба они не взяли трубку. Ну, конечно, русский бизнес по-русски можно это назвать. Но и я тоже отчасти сам виноват, и я это признаю. Так что сразу же вам совет. Ищите в локальных группах города, куда собираетесь. То есть, там, например, авто в Лос-Анджелесе, авто в Нью-Йорке, наши, русские, адаптация в и подставлять название города. И тупо заранее, там, за неделю, за 2 искать контакты людей, которые сдают автомобили, и в идеале к вашему приезду вы уже и должны иметь договоренность с человеком, который сдаст вам тачку. Я ехал без этой договоренности, я искренне надеялся, что да уж на месте-то машину найду, вроде как их пруд-пруди. Это и послужило отчасти ошибкой и привело к тому, к чему привело. В итоге у нас есть Passat за $700 в месяц. Это 2015 год, дизель, точную комплектацию я не знаю, могу сказать, что там все классно, кожа, рожа, все дела, мощный двигатель, коробка DSG, у которой то ли 7, то ли 8 передач, ну реально много. Валит она очень классно, поэтому я уверен, что минимум 2 литра в ней есть. У дизеля, конечно, есть небольшой минус, то, что он здесь сейчас в Калифорнии дорогой. В среднем это 6.30, но через день поисков я нашел за 5.90, 5.95. Так что, короче, примерно на $6 надо ориентироваться. Да, дороже, чем бензин, но дизель здесь специфичный. А специфичный он тем, что от него абсолютно не пахнет. Вот мы сейчас находимся около заведенной машины, прямо около выхлопной трубы. Он тарахтит, как дизель. Но он абсолютно не пахнет. Я не знаю, как они это делают. Возможно, как-то бережно и круто относятся к экологии. Возможно, здесь по-другому относятся к катализаторам и не вырезают их. Но, тем не менее, сколько я уже не видел машин, и начиная с этой у меня это вызвало удивление, а потом я понял, что ну просто здесь к экологии другое отношение. Это дизельные тачки не дымят, не коптят и абсолютно не пахнут. Для меня после России это был шок. Ну или здесь другое топливо и отчасти тоже поэтому оно не пахнет, либо совокупность всех факторов. Тем не менее, это очень классно. В целом, судя по ее мордашке, я думаю, что она битая и взята с аукциона. В Америке это развитая тема, когда американец попадает в какой-нибудь ДТП, такое, что чинить ее становится достаточно дорого, или он просто не хочет тратить свое время, он ее скидывает на аукцион. Такие русские, как тот, у которого я ее взял, хорошие русские, я ничего против них не имею, против таких. Они ее с аукциона за копейки берут, имея свою мастерскую, восстанавливают ее и сдают в аренду. По-моему, классный бизнес. У того человека, у которого я взял, есть 5 или даже 7 машин таких в аренду. Денежка потихоньку капает, и цена нормальная. То есть, ну кто-то может сказать, что, блин, $700 это дорого. Друзья, вы посмотрите официальную аренду машин. Официальную аренду машин. Это будет за штуку баксов. Кстати, очень понравилась климатическая система, потому что, во-первых, все возможные регулировки куда хочешь можно сделать, чтобы дуло. И также 6 уровней скорости. Это очень круто. Так что цена приемлемая и нормальная. Но то, что она была бита, и то, что видно по мордашке, а на езду это абсолютно не влияет. Внутри все круто, внутри все комфортно. А основные направляющие у нее целые, так что в плане безопасности, я уверен, здесь тоже все отлично. Ездит этот Passat просто великолепно.
Я давно не пребывал в таком восторге от автомобилей. Уф, как же здесь все прикольно и комфортно. ВАГ, оказывается, все-таки действительно умеют в комфортную езду, в очень комфортную езду. Итак, подытожим сказанное. Машины ищите заранее. Цены я примерно вам озвучил, какие бывают. В целом, у всех новых друзей, новообретенных друзей, с которыми я здесь познакомился, машины живые и в хорошем состоянии. Приусы, фордики, современные гибриды, это $600, $600-650. Честно, я за 500 живого приуса, который не доставляет хлопот, еще не встречал. Поэтому и говорил в самом начале ролика, что если вы такой, поделитесь в комментариях к этому видео контактами таких людей, кто сдает живые приусы, чтобы я мог кому-то подсказать, поделиться этим контактом, или зрители, которые будут смотреть это видео, могли это увидеть, прочитать и воспользоваться этим советом. Еще маленький лайфхак от меня. Берите с собой, когда арендуете тачку, берите с собой держатель для телефона, который вы вставите в воздуховод и на который прицепите себе навигатор, и в прикуриватель вставлялку с переходником на USB и провод, потому что я так один раз уже встрял, когда приехал без всего этого, тачку забрал, и навигатор пришлось держать на коленке или там, ну, грубо говоря, в одной руке. В целом, грех жаловаться, деньги для Америки достаточно подъемные, гораздо сложнее и тяжелее найти себе жилье по карману и работу без документов, по крайней мере, на конец 2022 года. Ну, а я удивился, я удивился Volkswagen, потому что мы ездили в Лос-Анджелес, это где-то 500 миль, ну, короче, 10 часов почти мы туда ездили через Сан-Хосе. Ох, конечно, дороги в Америке прикольные, об этом мы поговорим отдельно, но меня порадовала поясничная поддержка у сидения водителя, по крайней мере. Мне понравилось, как он едет и какие сиденья. То есть вроде у них нет ярко выраженных боковых поддержек, но это был первый раз, когда я ехал 10 часов, делал всего лишь одну остановку, заправиться и сходить в туалет, и я не устал. Passat, на удивление, едет круто. И средняя скорость у нас была 130-140. Ну, по американским дорогам реально ты летишь так, потому что правило гласит, что если весь поток летит, ты должен лететь. Мы со всем потоком и ехали 130 по офигенному шоссе из Сакрамента в Лос-Анджелес. И на этой зверюге это было очень легко и очень комфортно, так что наш месяц сейчас подходит к концу. Вот сегодня вечером я поеду его отдавать, и следующее видео уже будет про машину, которую я купил. Да, первая тачка. А с Passatиком нам придется расставаться. Это был чудесный месяц. Я наколесил на нем по Калифорнии 1850 миль. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот это все стандартное. Увидимся в США. Всем пока-пока.